Вы знаете, я бы, наверное, не пришла бы в компанию, если бы не результат моего брата. Когда я сама получила результат, я, честно говоря, не верила, потому что кучу таблеток пила, ну и скажу вам, ну не верила, я не думала, что эти спреи могут мне помочь как-то. Но когда я получил, получил брат мой результат, это было шокировано, это был шок для меня. Знаете, когда мне принесли эти спреи, они у меня дома никому не нужны, как бы он говорит. С одного места переставляешь в другое место. Вот. И так получилось, что они дома лежат, а у меня брат, он года 4-5 лет уже тому назад, в одночасье у него зрение ухудшилось, дошло до 90% зрения, что мы не видим. Вот. Ну, так как я курировала медицину, ну, никому не секрет, что моя должность в свое время, я занимала должность директора департамента по контролю и качеству оказываемых медицинских услуг в Республике Казахстан. Это направление называется. Ну, представляете, да? Я обследовала во всех клиниках, где можно, в общем, отказывание глазных болезней. Мы сделали операцию, ну, вроде бы сказали, должен видеть. Но я хочу вам сказать, что он так, зрение осталось на том же уровне. То есть он не видел. После этого мы взяли ему инвалидность. Причина была, что у него была киста в голове 1,5 сантиметра, которая давит на глазной нерв. Нас отправляли делать операцию, но мы как бы отказались. Вот. Благодаря моей маме мы отказались от этой операции. Но хочу сказать, что когда я отправила эти спреи, всего я отправила 2 спрея. Это будет Вератрон плюс и Витаминки. Ну, я, естественно, сказала, что это лекарство, ну, чуть-чуть солгала, конечно. Я сказала, что это лекарство привезли с Америки. Начальник управления здравоохранения был на конгрессе врачей и привез это лекарство, что надо брызгать 7 раз в день под язык, через каждые 2 часа. Конечно, начали брызгать под язык через каждые 2 часа, я передала и забыла. Через 21 день буквально я была на пленарном заседании, мне позвонила мама. Видать, ну, пока меня не было, несколько там 10 звонков было в кабинет. И когда я пришла, моя секретарша говорит: ну, позвоните домой, потому что ваша мама раз 15 звонила в приемную, ваш телефон не замолкал. В общем, придя в кабинет, я набрала родительский дом. И первый вопрос, который мне задала мама: не здрасте, не до свидания, ты где взяла эти спреи, ты где взяла это лекарство? Естественно, мой ответ: какое лекарство? Вот. Ну и когда я поняла, что насчет спрея, у меня в первый раз в жизни появился страх. Потому что наша семья, никто никогда не принимал БАДы. Ни БАДы, ни спреи, ничего. Мы приверженцы традиционной медицины. Вот. И я хочу сказать, что на сегодняшний день, через 21 день, в общем, мой братишка не погибал. Результат на 21 день был. Потому что Виталити начал рассасывать эту кисту. И, естественно, киста начала кусать глазной нерв. И мой братишка сейчас прекрасно видит и ездит за рулем, и все прекрасно. Так что вот благодаря этому результату я пришла. Через 3 месяца мы сняли томографию головы, от 1,5 сантиметра кисты осталось 0,76. В общем, вот на этот результат я и пришла. Здесь мне поступают вопросы. Какие спреи нужно применять при сильном укачивании? Да, можно.
можно, это Ирина, на ваш вопрос, значит, можно принимать Вератол в обязательном порядке, Вератол и мультивитамин. Так, дальше. Рак пищевода. Рак пищевода, есть у нас результат по раку пищевода Вератрол. Рак пищевода 4-й степени. В Казахстане мужчина, значит, у него 4-я степень была, он тогда принимал только 1 Вератрол. Тогда мультивитамина не было. У него пошел результат на 40-й день, он начал уже пить жидкости. Химиотерапия была... Так. Угу. Так, Ольга, насчет рака груди. Насчет рака груди хочу сказать, да, есть у нас результаты. Это Аденова Сауле, мой сотрудник, бывший, когда я работала, значит, у нее был рак груди, ей даже одну грудь удалили. Хочу сказать, что на сегодняшний день она принимает спрей, мультивитамин Вератрол, чувствует себя нормально. Химиотерапию проходит, ну, как бы не так болезненно и не так обостренно. По инсульту, Ольга Чекалина, да, по инсульту очень много результатов по инсульту. Вы знаете, вот мультивитамин и Вератрол — это такие препараты, что я на сегодняшний день могу сказать, по инсульту у нас очень много результатов по инсульту. Когда люди, парализованные люди, встают через 9 лет. В моей практике была женщина парализованная после инсульта, год пролежала, на 21-й день встала. Принимала она Вератрол и мультивитамин. Об онкологии легких, да, просили знать об онкологии легких. Так, при онкологии легких, значит, Вератрол, Слим можно, Виталити можно, если нет, значит, давления. Виталити и Вератрол, вот Вератрол и Виталити он еще себя зарекомендовал очень хорошо в области, значит, фтизиатрии. Это туберкулез легких. Можно ли совмещать капли Вератрол или это при лечении лимфомы? Да, можно. Можно. От псориаза, так, значит, Марина, город Тверь. От псориаза очень много результатов. 9-летний псориаз есть. Это делает Вератрол и Виталити. Можно добавить мультивитамин. Если псориаз, допустим, бывает, что ну, как язвы такие мокнущие, да, как мокнущая экзема, то можно брызгать еще и Виталити наружно. Ага. Так, какие спреи, Ирина, да, какие спреи, кроме мультивитамина, можно применять? Я хочу сказать, что все спреи, кроме Вератрола. Моя внучка с рождения принимала, кроме Виталити, извините. Моя внучка с рождения, ей 5 месяцев, принимает, значит, мультивитамин и Вератрол. Иногда, когда пучит, мы даем один спрей, значит, Слима. Межпозвоночная грыжа, да? Так, по межпозвоночной грыже тоже есть много результатов. Это работает Слим, Вератрол и Виталити работает. Да? Ну, в принципе. Так, Самара. Так, значит, Израиля, да? В одном ролике вы сказали, что в Израиле ссылка принимает наш спрей. Да, в Израиле редко работает, но я вам уточню и могу написать в личку, функция это есть. Так, это бред, ребята. Так, у девушки 26 лет, после родов 6 лет назад поставили диагноз. Как можно помочь? Так, Наталья, ну я думаю, знаете, вот с этим диагнозом у меня, я не встречалась пока в практике, но я думаю, Вератрол лишним не будет.
Знаете, эти спреи работают на ионном основании. Можно, в принципе, принимать все для профилактики. Иногда мы принимаем спреи для профилактики, получается, что вылечиваем весь организм. Владимир мне пишет, что можно принимать при ДЦП. ДЦП у меня самая больная тема, самая любимая тема можно, потому что я на сегодняшний день, зарабатывая огромное количество денег, я делаю благотворительность. И у меня есть центры детей-инвалидов, и я занимаюсь благотворительностью и помогаю этим центрам. Именно центрам, где болеют детки по ДЦП. На сегодняшний день, в прошлом году у меня ставка ДЦП 35 детей на ноги, в этом году есть еще результаты. Сейчас вот в Азербайджане мы тоже выдали деткам по ДЦП смотрим клинику. Но употреблять надо вератрон и мультивитамин. Так, артроз. Артроз, все, что связано с суставами, артроз, артрит, полиартрит, допустим, да, это мультивитамин и вератрон. Вот так, Елена Черкашина задает вопрос, так, пигментная крапивница, я не имею. Значит, при анемии лучше мультивитамина, ни один препарат гемоглобин не повышает. Я вам хочу сказать, у меня была тяжелая форма анемии, значит, у деток до 7 месяцев были детки. Я вам хочу сказать, что мультивитамин за неделю поднимает на 20-30 единиц гемоглобин. Ни один лекарственный препарат так гемоглобин не повышает. Да, спрей изготовлен по нанотехнологиям. Ага. Нет интереса к обучению, нет паники. Я хочу сказать, что для деток, значит, мультивитамин в обязательном порядке надо с вератролом. Вот. Не хочу ответить, есть ли результаты по аллергии. Ну, вот, честно говоря, для меня уже аллергия не результат. Потому что аллергия сезонная, бытовая, пищевая, да, она проходит у каждого. Вот. То есть при аллергии уникально помогает вератрол. При кожных заболеваниях, значит, у нас очень много результатов. Я даже могу потом, наверное, получится мне скинуть вид. И плюс еще, наверное, фотография. Это по витилиге и по псориазу. Я хочу сказать, что витилиго в медицине, можно сказать, не лечится, да? Но благодаря нашим спреям, это вератрол и виталити, есть очень много результатов. Вератрол, виталити, мультивитамин, есть очень много результатов по, значит, по псориазу, по витилиге. По витилиге зависит еще от процента поражения. Если, допустим, процент поражения уже составляет до 25%, значит, это где-то примерно 3-4 месяца. Если 75% поражения, то, естественно, это длительный срок. При атрофии зрительного нерва могут ли помочь наши спреи? Так, Ирина, хочу сказать, у меня уникальный случай. Это моя родственница далекая. У нее была слепота, 100% слепота. То есть она до определенного времени видела. Лет 9 тому назад она работала главным бухгалтером Агробанка. У нее была, то есть человек видел прекрасно, пришел на работу, подписывал бумаги кое-какие, и на рабочем месте наступила 100% слепота. Принимает она спрей мультивитамин и вератрон. 9 лет она, 8 лет она вообще абсолютно ничего не видела. Ездили и в Израиль, и в Германию, везде, полностью по глазам делали операции, но безрезультатно. Она инвалид первой группы, 100% слепота. Год тому назад она начала принимать мультивитамин и вератрол. Хочу сказать, еще вератрол она капала 3 раза в день.
Зрачки у нее пошли сейчас на сегодняшний день на улучшение. Сегодня она как включает свет, она видит, значит, силуэты, она различает цвета. Так. Киста в почках. Киста в почках уникально помогает Slim Veratrol Vitality. У нас даже есть результаты по гемодиализу. То есть это вот тоже в книжечках вы тоже все найдете. У ребенка, значит, 1 год выраженный аллергический дерматит. Надо будет ему мультивитамин и вератрол дать. Гидроцефалия мозга. Насчет гидроцефалии я могу сказать прям, знаете, со 100% уверенностью, потому что много результатов у нас идет по, значит, по гидроцефалии. Это мультивитамин и вератрол. После операции при осложнении сетчатки что применять? Под язык можете принимать и вератрол, и слим, и мультивитамин. По рассеянному склерозу у меня на Украине есть результат за 1 месяц. Это парень 30 лет, это в Мариуполе. То есть принимал мультивитамин и вератрол. Аритмия сердца. Вы знаете, я хочу сказать, Валентина, что при сердечно-сосудистых заболеваниях вератрол в обязательном порядке. Ведь на него написано 2000 международных диссертаций. При почечных заболеваниях какие спреи рекомендовать? Вы можете рекомендовать при почечных заболеваниях слим, вератрол, ну, можете добавить еще мультивитамин. Миопия в высокой степени, сложная астигматизм. Это зрение, да, Любовь? Я хочу сказать, что по зрению у нас очень много результатов по миопии в Казахстане, именно в Таразе. Девочке зрение было минус, скажу, минус 17, на сегодняшний день у нее минус 9, миопия прошла. Так, реакция на лице, да, покраснение у Нины на применение спрея. Ну, до сегодняшнего дня ни у кого, допустим, не было, ну, до сегодняшнего дня мне ни один человек не говорил, что какие-то побочные эффекты были от спрея. Но может быть у вас какая-то непереносимость к какому-нибудь компоненту из да? Ну, я вам хочу сказать, у вас есть аллергия от винограда, либо аллергия от граната, вот, потому что спрей это же вот натуральные ингредиенты. Так, по бруцеллезу хочу сказать, Лаура, вам, что по бруцеллезу в Южно-Казахстанской области есть результат, принимали слив, виталити и вератрол. Первичное бесплодие, женщина 36 лет хочет родить, 400 принимает. Ага. Прекрасно. При бесплодии у нас в Казахстане официально работает экоцентр. Это центр репродукции человека, да? Вот. И хочу сказать, что в экоцентре у нас, значит, за год 300 с лишним человек благодаря этим спреям. Но это те, которые мы знаем. Которые, допустим, мы не знаем по Казахстану, это может быть параллельных структурах, параллельных ветках, да, то здесь, конечно же, я так думаю, что вероятность от бесплодия очень высока. Вератрол, виталити, мультивитамин надо принимать. Я вам сразу скажу, если трубы проходимы, то эти спреи могут вам помочь. Но надо принимать и мужчине, и женщине вместе. Так, хорошо, я думаю, что по онкологии на уровне фонтанки. Ага.
Я хочу вам сказать, что официально по онкологии, да, вот у меня просите, значит, с осторожностью говорить. Но я вам хочу сказать, официально у меня документально как бы это зафиксировано в медицине. Это Татьяна Почтарева с города Тараса. У них был рак 3-й степени, рак шейки матки. Я официально ее имя, фамилию говорю, кому надо, я могу дать ее телефон. В общем, она год принимала все 4 спрея подряд. Не через каждые 2 часа, а принимала она через каждые 15, там, не знаю, через полчаса, через 15 минут. Я ее видела первый раз, когда ее принесли ко мне на презентацию, и через год я ее тоже увидела в том же городе, когда меня пригласили проводить там презентацию. Я вам хочу сказать, что через год с нее сняли инвалидность. Она была инвалид 2-й группы, с нее сняли инвалидность. Значит, когда она сдала биопсию, онкология не обнаружена. Когда ей делали, значит, облучение в Харькове перед самой войной, ей сожгли костную мышечную ткань. На сегодняшний день ей без патологии костная мышечная ткань. Вот такой вот результат. Гепатит. По гепатиту Б хочу сказать. По гепатиту, значит, у нас есть такой результат. Врач тоже при операции, получила, так скажу, что где-то порезалась или что, в общем, при операции занесла себе инфекцию гепатита Б. 6 месяцев у нее антититры были высокие. Применяла она вератрон, один только вератрон. Через 6 месяцев, она ежемесячно сдавала анализы в той же лаборатории, в которой сдавала, антититры были высокие, и через 6 месяцев антититров не было. Вот вам результат врача. Хороший вопрос, ежедневно, да. Хороший вопрос. Вы знаете, я хочу сказать, что эти препараты не относятся к лечебным. То есть продукция компании LifeMax не относится к лечебным препаратам. Есть специальный, допустим, гарантированный объем оказания бесплатной медицинской помощи. Да? Есть специальные протокола, где реестры, куда вносятся лекарственные препараты. Да? Но так как это не является лекарственным препаратом и тем более отпускается по сети, естественно, в государстве их на государственном уровне их принимать не будут. Так, бесплодие у мужчины. Вот у нас есть уникальный случай по бесплодию у мужчин. Вы знаете, Vitality, он работает уникально. Он дает активность, качество и количество спермы, да, Vitality. Значит, при олигоспермии хорошо помогает. Я вам хочу сказать, что есть у нас результаты, когда активность спермы у мужчины была 0%, после применения Vitality витамина на 4-й месяц активность спермы составила 30%. Тогда наши врачи сделали ЭКО его жене. И вот я здесь в Азербайджане, они мне отправили фотографии, значит, родился ребенок, прекрасно себя чувствует, уникальная фотография, если у меня с телефона. По болезни Паркинсона есть результат, Ольга Чекальна. Значит, есть результат по болезни Паркинсона, я вам скину результаты, потому что это казахстанский. Даже Альбиночка, наверное, если сделаешь перевод, есть в успешных партнерах, в чате успешных партнеров, есть этот результат, когда мужчина рассказывает о своем заболевании. Так, гепатит С. По гепатиту С, значит, есть результат сейчас я вам скажу, есть результат Таразе,
гепатит С, но он до сих пор принимает, молодой человек принимает пиратрон, но точно вам сказать сейчас не могу, затрудняюсь, потому что связь не держу. Но, значит, это у Валентины Нагельцина я спрошу, узнаю, вам отвечу. При алкоголизме, конечно, вератрол уникально помогает. То есть вератрол же чистит кровь. Уникально, да? И я вам хочу сказать, что многие партнеры, те, которые, ну, даже вот сидя, ну, в гостях, там, может быть, когда-то выпивали, но сейчас, допустим, у людей, у многих пропадает тяга к спиртным напиткам. Сахарный диабет, падает зрение. Сахарный диабет уникально. Это в прошлом году, результат за прошлый год, 5800 результатов по сахарному диабету официально. Это помогает слим и вератрон. Естественно, когда сахарный диабет, падает зрение. Ухудшается зрение, появляются трофические язвы какие-то, да, вот, ну. Можно ли увидеть статистику результатов применения спрея? Вы знаете, у моих врачей есть слайды, есть, значит, официальная статистика. Я попрошу и, наверное, вашим лидерам как-нибудь это перекину, либо подготовлю на следующий вебинар, чтобы презентовать. Как принимать спрей при удаленном желчном пузыре? Вот я вам хочу сказать, Яна, у моей мамы тоже удалили несколько лет тому назад, лет 15-20 тому назад, удалили желчный пузырь. Но она принимает спрей также 7 раз в день, через каждые 2 часа. При недержании мочи уникально помогает виталит и вератрон. Правильно принимать спрей надо 7 раз в день, через каждые 2 часа. То есть один спрей – это одна доза. Некоторые путают, начинают брызгать раз эти спреи, значит, и получается, что вместо одного спрыска, ну, раза 3-4 спрыскивают спрей, остальное заглатывают. То есть определенная доза уходит по слизистой, вот, остальное идет в желудок. Я думаю, перерасход здесь делать не надо. Один спрыг через каждые 2 часа. Минимально 7 раз в день. Если это хронические заболевания, какие-то обострения какое-то, можно чуть больше. Грибок ногтя на ногах, с каких спреев начать? Я так думаю, что грибок на ногах надо виталить местно брызгать, слив вератрон вовнутрь. Применять пожилым людям старше 70 лет можно начать с 5 раз в день и переходить плавно до 7. Моему отцу 55 лет, значит, он принимает 7 раз в день, у него, значит, стеноз митрального клапана, значит, и тромб сердца. Но сейчас он со мной летает за границей, принимает мультивитамины вератрон. По инсульту видео на казахском. Хорошо, сделаем перевод. Да, можно. Так, родственник после инсульта парализован уже 12 лет, помогут ли спрей? Вы знаете, всегда есть надежда. Надо пробовать. Я всегда в таких случаях говорю, я не Бог. Но хуже не будет. Я хочу сказать, что для кого-то один день это день, а для кого-то один день прошел день. Вот,
У мамы болезнь Альцгеймера. Как вы считаете, что ей может помочь? Я вот только что произнесла фразу, вы знаете, я не Бог. Ну, в любом случае надо пробовать. Умственно осталось ребенку 5 лет. Ага, прекрасно. Я вам хочу сказать, что есть у нас по аутизму результат. По аутизму, но принимали мультивитамин и вератрон. Да, для профилактики можете принимать все 4 спрея. Можете начать с 2. Я начинала со слима и вератрона, потом подключила виталити, и затем уже мультивитамин. Сейчас я принимаю все 4 спрея. Так, при наркозависимости у подростка. Слим и вератрон. Да, я уже говорила, по туберкулезу есть очень много результатов. У нас целый тубдиспансер работает в Южно-Казахстанской области. Работают они с виталити и вератроном.